Сегодня вам предстоит открыть наши соревнования. Второй этап открытого кубка по трейл-раннингу Таежной дебри Якутии. И вам предстоит сегодня самая длинная дистанция. 100 километров. Это первый раз у нас на кубке. И, наверное, одна из первых дистанций в Якутии, я так думаю, если я не ошибаюсь. Может быть, было, но поправьте меня. Не было. Значит, первый раз. Очень радует, что эта дистанция приурачивается к 100-летию ЯССР. И я хочу поблагодарить и поздравить всех участников со стартом, с этим юбилеем. Вы, конечно, крутые, вы молодцы. Передам слово начальнику управления спорта. Да. Начальник управления физической культуры и спорта города Якутска Бурцев Константин Семенович. Добрый вечер, уважаемые, как уже Виктор сказал, первого забега на 100 километров. Уже я вот, как сам спортсмен тоже, Виктор правильно говорит, я не помню, там 42 километра марафона были, на 100 километров, скорее всего, в Якутии не проводили вот забег. Я очень рад, что и приветствую вас, поздравляю вас, вы те герои, которые начнете, откроете двери к новым вершинам легкой атлетики. Я от управления физической культуры и спорта города Якутска очень благодарен Виктору Салтыкову за то, что он очень много работы ведет по популяризации здорового образа жизни и любителей бега. Я сам, как он начал проводить якутский полумарафон, взялся за это дело и никак, и пока ни одного марафона не пропустил. Я очень благодарен, очень хорошее дело это бег. Поэтому вы своим примером даете нашим молодежи очень хороший задор. И от имени управления спорта города Якутска благодарственные письма и памятные кубки, чтобы участники первого забега на 100 километров решить и вручить всем участникам. Не болтают, а по порядку, как попадет благодарственное письмо. Это благодарственное письмо управления физической культуры и спорта вручается Чисову Альберту Ивановичу. За то, что взялись за это дело. Это будет стимулом вас добежать до финиша. А это можно закончить. Мессеру Илье Ильичу. Торговцу Ярославу Ильичу. Так, теперь пошли прекрасная половина нашей Митина Александра Давыдовна. Спасибо, Мария Петровна. Терентьев Алексей Семенович. Сыромятикову Николаю Николаевичу. Герасимов Алексей Егорович. Так, удачно добежать до финиша. Наверх. Все. Сразу. На фото сними. Еще по телевизору. Ребят, еще пару минут постойте, пожалуйста. Да, так как вы пропустите официальное открытие, у нас там небольшое такое представление централизованное, как вы помните, на первом этапе было, да, танцевали танцоры. Я просто вам включу музыкальное сопровождение, вы послушайте этот ролик.
Ну и замотивируйтесь. Огонь издревле символизирует источник жизни. Он обладает мощной движущей силой для расцвета и активного роста. И вот Канг отправился к мудрецу, чтобы узнать, как раскрыть в себе эту огненную стихию. Было уже темно, когда он добрел до небольшой юрты, в которой слабо горел на 100 огонь. километров им заранее вручили Он зашел кубки, внутрь. На него благодарственные повеяло письма. теплом и ароматом домашней еды. И это Мудрец будет был для не них один. стимулом. Он сидел возле очага и беседовал с седовласым старцем, угощал его своей похлебкой с отборными кусочками мяса и подливал в кружку масла. Канг не стал перебивать старших. Он сел в углу юрты и погрузился в свои думы. Под неторопливую беседу и треск огня он уснул, а когда проснулся, гостя уже не было. Канг спросил: «Кто этот седовласый старец, с которым ты беседовал?» Мудрец поведал ему, что это был дух огня. Издревле он считается покровителем семьи, верным защитником от злых духов. Он понимает людей и может предупредить о грядущей беде. Канг слушал мудреца с недоверием, и в этот момент огонь в очаге разгорелся и затрещал так сильно, что напугал Канга. «Так дух огня выражает свое недовольство», — сказал мудрец. «Но если ты проявишь свое уважение, то он поможет тебе. Внутри каждого из нас живет огонь, и его нужно поддерживать и почитать как духа огня. Ведь если он угаснет, то жизнь станет серой и скучной». «Как я могу поддержать свой огонь?» — спросил Канг. На что мудрец ответил: «Огонь — это движение. А для того, чтобы двигаться, нужно наметить цель и решительно действовать, смело преодолевая препятствия на пути». Огонь в очаге трещал и в знак согласия кивал своими языками пламени. Так, представляю участников слева на ваших экранах под номером 1004 Сипсеп Альберт, под номером 1001 оранжевой футболке, слева второй Ярослав Торговкин, Александра Митина, готовит кроссовки Илья Пестеров, 1002 номер, 1007 Сермядиков Николай, Реализация для вас. а, Ну что, ребята, оранжевой футболке удачи Алексей на дистанции. Герасимов, надеюсь, 1008 все у вас пройдет номер. замечательно, и каждый Алексей Терентьев и выполнит Мария то, что он хочет. Каждый Эверстова пройдет под номером определенный 1003. А 1003. Что касается дистанции, как вы знаете, 4 круга по 25 километров. Есть 2 пункта питания, которые располагаются практически через каждые 8 километров. На пункте питания здесь куриный бульон, арбуз, бананы, вода, кола. Это от нас. Соответственно, на втором пункте питания, который располагается на 9 километре отсюда, арбуз, кока-кола, вода, бананы. Все нормально. В любой момент, если что, вы можете с дистанции сойти, но предварительно, конечно же, уведомите нас об этом, если сходите на той точке, да, либо если какие-то проблемы случились у вас на дистанции, номер телефона указан на номере, номер переварочно смотрите, да, там все нормально, все написано. Да. Ну и, соответственно, там, говорите, какая локация, где находитесь, мы выезжаем и спасаем вас. Ну, надеюсь, не придется. Какие-то вопросы есть? А там поворот 50, хорошо указано доказать. Главное, чтобы как было не в фильме, поворот не туда. Ночью в темноте. Да, основные повороты размечены большим знаком. Большой знак, вы сейчас первый знак увидите здесь на спуске со стрелкой. Там написано 5, 10, 25, 55, 100. То есть, соответственно, у вас на дистанции будет красный знак, потом дальняя точка, знак, и еще один поворот, и поворот вот сюда уже, когда 4 знака у вас на дистанции основных. Так, Вся последнее остальная наставление. дистанция размечена красной лентой. Красной. Просьба, не сверните на пятерку, вот здесь знак стоит на 5 километров. Не надо сворачивать на этом знаке.
И не сверните на знаке 10 километров. Тоже не надо сворачивать. Конечно, если вы свернете, вы все равно сюда прибежите, но сократите дистанцию, соответственно, уйдете с маршрутом. Маршрут довольно-таки легкий. Всего лишь 2 километра, 300 метров примерно набор. Вполне комфортно, не так много. Все отлично. Вопросы есть? Мы и так уже задержались на 10 минут. Ну что, давайте готовиться к старту. Сразу давай. Алексей, как готовность? 1 минута готовности. Вроде я все сказал, все, что нужно было. Вроде все. Последний круг. У вас нету последнего круга, это 55. У вас 4 километра, у вас 4 круга, все нормально. Ну все, у нас готовность. Ну что, давайте. Начнем отсчет. Все готовы? Болельщики? Саша, давай! Давайте на 10. 10, 9, 8, Так, дается старт. 7, 6, 5, Второй этап. 4, Стихия огонь. 3, 100 километров. 2, 8 1. Bir gruplara kaç kilometre gider? Так, здесь баннер. Вот вы здесь видите все 5 этапов. Первый этап стихия дерева. Он проводился в конце мая, по-моему. Второй этап вот сегодня. Стихия огонь. Второй этап. Третий этап стихия земля. Четвертый стихия металл. Ну и пятый заключительный стихия вода. Он будет проводиться до ноября месяца. В сентябре и октябре, по-моему, через каждый месяц, если не ошибаюсь, будет проходить. Вот такой вот таежные дебри Якутии 2000. Это прошлого года, 2025. Мой трейл РФ. Все, спортсмены отправились в путь, и мы в скором времени. Ну а там виден город Якутск. 8 часов вечера. Уже пошло время электронное, которое показывает 4 часа утра. Стартуют те, которые бегут 55 километров. Ну а дальше утром следующего дня, это воскресенье, будут стартовать другие дистанции. Так, я пока отключаюсь. Будьте на связи.